Ну, наверное, она есть, да. Доброе саратовское утро. Тут и столовый с это один. Я говорю, да, сюда зайдем. Ищем, где мы будем кушать. Прямо рядом с нашим отелем. О, пахнет вкусно. Какие выборы. Что считаю, по-нашему пол-11. Вова считает. Что тут обедают? Вова не в ту сторону посчитал. Сколько мы тут взяли? На 600. Блин, у меня чувство было такое ощущение, как будто у меня... Да. Хочется кушать. Едем по Саратовской дороге. Так, ну тут что-то близко похоже на историческую часть. Ну уж совсем историческая. Прям сильно историческая. Ой, 3. Ого, как плотничком здание друг к другу. Смотрите, вообще без щелей. Интересно. Какие постройки. Тут реставрация идет. Конечно же, Ленин. Кто там еще может быть? 300 метров на светофоре. Поверните направо. Мини-рыночек. А, да, тут уже интересненькие такие здания. Какая-нибудь или мэрия. Дума. Саратовская дума. Ну вот. Короче, вот здесь можно везде походить. А, вот это, наверное, знаешь, что это? Консерватория. Вот оно, здание. Это у них Да, вон мне написано. это главная улица. Раньше называлась Кировская, а потом сейчас прочитаем, что там написано. Улица. Через 300 метров. Поверните А, налево. Петра Столыпина. Так, ну а мы сейчас будем искать парковочное место, да? Или мы еще дальше чуть-чуть проедем? Поверните налево. Ну, сейчас тут поездим, посмотримся, как тут, что тут. Припарковали машину прямо на самой набережной, вот прям с краешку. Оп. Все, пойдем смотреть матушку Волгу. Так, взяли мы электросамокаты. Все, мчим. Разобрался? 25? Нет, 23. Вова максимум 23, у нас 25. Мы его обгоняем. Обычно вода как морская. Чуть-чуть зеленуха плавает, как в Анапе. Как в Анапе, да. Да нет, тут получше. Тут даже лучше? Не наблюдай, как А, не-не-не, не лучше, не лучше. Не лучше? Тут еще плюс... Ух. Ну да, зеленушки, конечно, много. Еще на и бензиновые эти разводы. Здесь Волга еще больше, чем
Боксами. Шире, да, мне тоже показалось тут шире намного. Ну, запах как на море, да? Да. Свежесть такая. Вот это городской пляж. Здесь вот и ножки можно сполоснуть сразу. В волейбол поиграть. Я настоящий. Ну да. Да, вот зона Не, лучше машине сюда доехать. Потому что мы качельки. далековато отъехать. Еще прокат только велосипедов. А там парковка для автомобилей. И набережная, наверное, может и заканчивается, а может нет. Сейчас посмотрим. Так, здесь у нас идет строительство полным ходом. Может свет выключить? А у меня свет включен. Я еще и свет включу. Так как его выключить? А, да? А, да, это где как такой уже. А, да. Куда едем? Стоят ЖД-вагоны. Это, видимо, вот порт. Тут идет вот хлеб всему голова, тут идет погрузка. Так, ты куда у нас пошла? Не знаю, я хотела воду потрогать, но Глубоко, да? Не достать. согласна. Ну, далеко до реки. Ну да. Все, возвращайтесь. Ой, ладно. Возвращайтесь на родину. Да, она не очень красивая. Все, поехали дальше. Так, мы доехали до правой части набережной, до самого его начала. Рыбаки вон здесь ловят рыбку. В Волге. Нет, это поплавок такой огромный. Не знаю, что они там. Ух. Ну, ты думаешь, он закинул, сразу вытащил? Паровозик уже везет свои вагончики нагруженные. Здесь такая сверху площадочка. А снизу мы поедем. Вертолетик. Мы вышли на набережную Космонавтов. Вот она там, Волга. Здесь такая аллейка. А здесь игровая зона слева. Пенечки хорошо. Так, наши ребята пошли заморожены. А, здесь такое. На выбор. Не было нашли, да? А, и такие есть. Здесь что? Саратовского мороженого нету, есть энгельское. То есть на той стороне реки Волга. Сейчас будем пробовать. Тут по одному, да? Нет, ты какой лучше? Ну как? Нормально. Вкусненько? Вова, а тебе? Ну, подтаившая. Ну так на улице сколько? Да у 27. них морозилка. 27 градусов в Саратове сегодня. Мы даже взяли с собой купальники, полотенца, лежаки. пляж. Да, пойдем на пляж. А может и пойдем посмотрим. И помнит мир спасенный. Сейчас спустимся ярусом ниже. Так, осторожненько, смотри. Помнит мир спасенный. Какой мост огромный слева. Мы кое-что увидели. Звезду. Борис Бабочкин. Ты подальше с ним не увидишь? Ага. Куда шла? Тут изображены все звезды. Сейчас еще покажу. В каждой звездочке Иван Паницкий, Емельян Пугачев, Николай Палькин, Олег Табаков.
Павел Яблочко. Яблочков. Борис Андрей. Андреев. На, подальше, наверное, я так не вижу. Василий Клочков. Юрий Гагарин. Все, звездочки закончились. А вот у нас Владимир Бабочкин. Здравствуйте, товарищи. Причал. Словакия. Так, а мы подходим к речному вокзалу. Тут уже такие более современные, такие огромные корабли стоят. Сейчас поближе подойдем к ним, посмотрим на красоту. Оксане видней. Стандарт. Надо же стандарт был написать. Почему стандарт? Санкт-Петербург. Просто не знаешь, что означает слово стандарт. Да, конечно, не знаю. Это не то, не стандарт. Санкт-Петербург. Сейчас узнаем. Скажи, еще из Санкт-Петербурга приехал. Приплыл. Стандарт. Сейчас прочитаем. Что нашла в интернете? Стандарт. Это частное круизное судно VIP-класса, четырехпалубное, которое совершает круизные путешествия. А в 2017 году его поставили на реку. Так, Саратов, вот он, речной вокзал. Вот капитан Пушкарев, Нижний Новгород. Он рассчитан на 180 человек. Трехпалубное судно. Тоже круиз. Что мы тебя потеряли? Потеряли меня? Да. Ага. Ну, папа видно. Все такие красивые, да? Далеко. Самара, Казань, Ярослав, Волга плюс. Капитан Пушкарев. Далеко машины нет. Речной круиз. Речной круиз, Я да? в мечтах. В мечтах есть? А может тебе будет плохо? А? Как заболеешь морской болезнью? И все мечты разрушатся. Тут ты, чтобы заболеть, надо по волнам кидала что-то. В океане. Ну, не знаю. Так, ну что там? Давай. Ну, дойдем до... Прогулочные кассы нашли. Сейчас посмотрим. А сколько стоит? Стоит, да, эти цены где-то? Это, короче, считайте, 1500, 2000 там. Первый круиз закончился. А мы не на нем? На нем. Волга-2. И сейчас будут все вот через это Волга-1 выходить. А вот, на мостике внизу. Да, этот мостик сейчас перекинуть туда. То есть там не будет расстояния. Все. Кто у нас первый сейчас будет выходить? Мальчик. Всё. Очередь. Да.
What did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the 14 часов начнется посадка на теплоход «Волга-2». Возвращаемся к живущим и часовую прогулку по реке Волга. Перед Приморским Купил. Так, началась посадка на теплоход. Много народу, да, желающих? Уважаемые гости и жители города, продолжайте посадку на теплоход «Волга-2». Уважаемые гости и жители города Саратова, продолжайте посадку. Купили мы билетики, цена одного билетика стоит 500 рублей. Будем плавать по Волге. Так что мы готовы. Малиновое вино. Ялту, да. Зачем? Вот так вот. Вот лишь машут тебе в ответ. Прям совсем близко, так к противоположному берегу приплыли. А, мы остров огибаем, у нас остается, смотрите. Кстати, еще ближе. Да, это город Энгельс на этой стороне. Вот он у нас остров, да, мы его, видишь, прям вокруг него едем, плывем. Мама. Я дома. Сейчас мы выходим на площадь Петра Первого. Очень красиво. Сам Петр Первый, он стоит в центре площади. Написано Петр Великий. Да, Петр Великий, он же первый. Мам, пошли туда. Ты туда хочешь? Я хотела почитать стенды, вот там что интересно написано.
стенды описывают вот юность, детство, потехи, дипломатические миссии уже пошли, строительство флота, Азовские походы 1695-96 года, Северная война со Швецией 1700 и 1721 год, основание Санкт-Петербурга 27 мая 1703 года. Так, и с той стороны Полтавская битва 1709 год, Полтавская битва, Северная война со Швецией, взятие крепости Выборг 1710 год, Северная война со Швецией, реформа образования, основание морской академии 1 октября 1715 года, реформы в культуре, книгопечатание на русском языке, реформы церковного управления 1701-1721, Каспийский поход 1722-1723, рождение флага российского. Петр не был царем в смысле своих предков, но был герой, преобразователь, или лучше сказать, основатель нового царства, новой империи. И чем более вдавался он в свою преобразовательную деятельность, тем более терял возможность быть похожим на своих предков. С.М. Соловьев. История России с древнейших времен. Поднимаемся по ступенькам. Тут можно посидеть, как скамеечки, как у нас на набережной в Ухте также. Ух, какие красивые скульптуры-то на домах, а! Прелесть. А вот тоже Петр I изображен. Красота. Оп. Речной вокзал. Вот это северные ворота. А нет. Разве? Скорее всего, нет. А может и да. Но тут просто указаны северные ворота. О, фонтанчики, можно освежиться. Спасли голубя. Ага, по извлечению голубя из фонтана. Ой, какие красивые тут движения. Ух ты! Это кто такой? Заградоначальник такой. Сейчас прочитаем. Памятник городовому. Все так суют воду. А потом падают. Глупышки. Так, наш утренний завтрак, он же обед, пролетел. Пришли перекусить. Здесь один. Можно и там.
это улица, вот мы по ней пойдем. Мгм. А кто там такой идет по Саратову? Кто? Жук! Ой, это жук идет по Саратову. Не выдержу. Да, он же всегда. Ой, какая красивая. Саратовский трамвай. Работал на городских линиях с 1936 года. Что, такие двери были? Они такие были. Ну да, какие-то вот ручки, ключики, это просто закрыли. А вы что там внутри светится? Подсветка? Ну, не подсветка, а Вечером, гирлянда. да? А мы я только маленький катался. Да? По туре, да? По каких? Подожди, а мы же вместе катались на каких? Да, Разве нет? да. Региональный центр поддержки одаренных детей. Паровозик Такой парк впереди. небольшой, конечно. Ага, липки. Так, а это церковь «Утоли мои печали». Это новодел. Раньше на этом месте стоял планетарий. Экскурсии. Фонтан. Какие розочки. Это памятник Николаю Гавриловичу Чернышевскому. Когда мы приезжали, я говорила, Петр I стоит. Нет. Так, это панорама Саратова. А мы пойдем вот по этой улице. Это улица Петра Столыпина. Какое здание красивое. Собаки, что ли, не пойму, кто там изображен. Красиво очень. Ой, какая красота. Саратовский государственный университет генетики, биотехнологии, инженерии имени Вавилова. Да, тут туда хочется. Опа! Замок сладостей. Скульптура. Пионер. Космос. Научно-развлекательный парк. Ирки, мама. Смотри, да вот, да. А, ну да, это Нет, это оптический обман. что-то рушили. Ну тут, конечно, забором обгородили.
Живая музыка, да. Кроссовки и доски. Где? Кроссовки и доски. Ага. Доски. Ага. Да, эта улица дальше идет. Но мы сейчас сворачиваем. Цветочками, да, пахнет. Свернем налево и пойдем уже в сторону машины. А то он у нас стоит на набережной. Вообще одни старинные дома. Налево, направо. Это все кирпич старый. Улочку. Тут вот тоже все идут старинные такие дома. Вот они. Центра. Миро. То есть вот они все такие дома. Да. И вот. И следующий проходит. Котики нарисованы. Где? Да, там. А, на стенах. Ну да, он опять. Синий. Слушай, ну они все такие. А тут вода. Сколько им лет? Дверь. Мгм. Да? Вот сколько мы идем, да? Все старые дома. Порядочек привели. Тут наполовинку тоже выкрасили. Так, а дальше уже... Ой, видно, что это современное воткнули здание. А дальше опять такое же двухэтажное. В стороне опять вот он, старинное двухэтажное. И вот рядышком уже новострой. И вот рядышком. А тут еще остался. И вот переходим на эту сторону. Вот опять продолжается. Вообще интересно так. Это вот мы шли по улице Сакка и Ванцетти. А это улица Горького. Максима. Ой, а, дом вверх дном, что ли, нет? Что такое за здание интересное? Что такое интересненькое здание. Тут написано: на этом месте в 1803 году был открыт первый в Саратове общедоступный театр. А сейчас такое современное огромное здание. И напротив тоже новое здание высотное. Батышев Сергей Яковлевич, первый директор Саратовского индустриального техникума. Это профессиональный педагогический колледж, оказывается, это здание там. Где театр был первый открыт общедоступный. Сейчас это колледж. Газпром проектирование. Уточнение. Время 17:50. У них же на час раньше. Вот 17:50 все идут домой. Это стадион Динамо. Вот. Балкончики. Малышки. Соборная площадь идем. Улица так называется. Саратовская филармония. И какое здание красивое. Да. Саратовская филармония. Ну, какая красота. Ой, а тут что-то... Что тут написано? Золотыми буквами. Не пойму, что.
Предотвращение, спасение, помощь. МЧС России. Так интересно, а тут обычное жилое здание, а здесь вот внизу вон пожарные машины стоят. Вон пожарник. Это пожарник, да? Нету никакой вывески. Точно. Шлем пожарника. Точно. А там городовой был. А здесь пожарник. А в этом доме жил композитор Ковалев Виктор Владимирович с 1961 по 93 года. Это вот обычный такой жилой дом. Прокуратура. Особняк Карбутовского, конец 19 века. А там какой красивый шахматный дворец-то, а? Красота. Даже по крыше можно ходить. Смотри, там кони, ладья, пешки, все эти шахматные фигуры. Ничего себе придумали. А это что? Администрация. Это у нас администрация. А впереди какое-то тоже красивое очень здание золотое. Это тоже дом. Ух ты, какой красивый. Жемчужина впереди. Это может быть все к шахматному клубу относится. Вроде в одном стиле, под одним заборчиком. Ничего не могу сказать. Все, мы уже выходим к Волге. Тоже старинные, да, дома такие. Написано, это отель Жемчужина. Этот странный товарищ, он нас преследует, а тут даже специально нас подождал. Так, мы не про Вову говорим, а который на велосипеде. Так, мы сделаем мост. Так, ты куда уж стоял? Настраиваю. Так, ротунду оставим справа, слева маска лиц, сзади мост. Так, все, стоим. Сейчас сделаю кадр. Так, зашли в пятерочку. Сейчас какую-нибудь нарезку возьмем в завтрашнюю дорогу. Опять как обычно. Да, у нас хорошо огурчики идут. Цей гуманитарных наук. Такой цвет нежный. Соколовая. Соколовая. Я уже вижу наш поворот. Вон наша столовая. Да? Мы уже почти приехали. Да, все, сейчас направо поедем. Только мы сейчас с этой стороны приехали. Вон наша. Ара. Вот. Да, вот. Да, вот мы утром здесь кушали. Фига пробочка. Опа. На парковке мы одни. Сейчас пойдем завтракать и поедем дальше. 25 июля. 9 утра. На улице 24 градуса.